столице Армении американский рэпер Канье Уэст дал импровизированный концерт в завершении поездки в Ереван. Он посещал страну вместе с женой, американской телезвездой Ким Кардашьян, имеющей армянские корни. Визит пары был приурочен к столетию массовых убийств армян турками-османами. После концерта Канье Уэст прыгнул в небольшое озеро перед зданием оперного театра. За ним последовали и восторженные поклонники. В сирийском городе Хомс, сильно пострадавшем в ходе войны в стране, несколько сот христиан отметили православную Пасху. Праздничное богослужение состоялось здесь 12 апреля в церкви Ум-аз-Зунар, воздвигнутой в честь пояса Пресвятой Богородицы. До войны христианское население Хомса исчислялось десятками тысяч человек. Большинство из них были вынуждены покинуть город, однако некоторые вернулись на фоне перемирия после того, как правительственные войска освободили большую часть Хомса от повстанцев. В городе Кветта на юго-западе Пакистана родственники жертв похищений, принадлежащих к этнической группе Белуджи, провели акцию протеста против действий спецслужб страны. Протестующие обвиняют их в похищениях и убийствах людей. Со своей стороны спецслужбы Пакистана, вовлеченные в борьбу с сепаратистскими группировками Белуджей, такие обвинения отвергают. В столице Афганистана Кабуле продолжаются протесты людей, призывающих власти страны, а также Организацию Объединенных Наций, помочь в освобождении более 30 человек, похищенных из 2 автобусов на юге страны в феврале этого года. Жертвами похищения стал тогда 31 человек, все представители этнической шиитской группы хазарейцев. Они были окружены вооруженными боевиками, которые при этом не стали задерживать всех остальных пассажиров автобуса. Несколько десятков работников проблемной текстильной фабрики в Центральной Боснии прибыли в Сараево, чтобы потребовать от властей финансовой помощи, как компенсации за невыплаченные им в течение нескольких лет социальные пособия. Представители рабочих встретились с премьер-министром страны Фадилем Новаличем. Их фабрику до конца этого года предполагается приватизировать.